Все пропал. Ну, если нет ничего. Половодье в этом году для Валентины Сергеевой стало губительным, не осталось и половины урожая капусты. Все ушло под воду после продолжительных июльских дождей. Вода пришла с рекой. Вода пошла, а ей тут деваться некуда, раз там речка перегорожена. Моркошка, она вообще с лучком, она вообще утонула. Урожай овощей пропал у половины хозяйств деревни Беляева. Соседи на грядках в буквальном смысле ловили рыбу. Вот здесь вот поймали. Какую рыбу-то ловили? Сазан. Вода не уходила, сбросного нет канала. Река Берля должна была идти своим руслом, но на месте появилось рукотворное препятствие в виде плотины. Из грунта местный рыбхоз оставил одну трубу для хода воды, но с потоком она явно не справляется. Плотину вообще вода не проходит сейчас. Мне, говорит, эта деревня, как он выразился 1 год, мне эта деревня не нужна. Мне, говорит, хвосты нужны. А остальное это мне наплевать. По руслу реки находится несколько бассейнов рыбхоза. В деятельности кайбетского предприятия природоохранная прокуратура выявила нарушение. По материалам ведомства на сооружение искусственной преграды у рыбхоза не было разрешения. Кайбетский рыбхоз произвел отсыпку русла реки Берля, тем самым нарушив особый режим памятника природы. Здание рыбхоза находится в нескольких метрах от реки Берля, но, видимо, и руководство предприятия решило остаться за баррикадами. В этом здании находится руководство кайбетского рыбхоза. Видно, что вот окна открыты. Мы видели, что внутри находятся люди. Однако двери они нам не открыли. Мы несколько раз стучали. Тем самым, видимо, руководство показывает, что отказывается от каких-либо комментариев. При этом по представлению прокуратуры директор предприятия обязан устранить нарушения и также наказать виновных должностных лиц. Материалы дела направлены в Минсельхоз и Ростехнадзор. Ведомства должны оценить ущерб, нанесенный природе. Альбина Минибаева, Алина Бережная, Рамзель Гарипов и Александр Лобанов. ТНВ, Кайбетский район, Казань.